В Магасе Юнусбек Евкуров провел совещание по итогам выборов депутатов Сужинского городского совета первого созыва. Перед собравшимися выступил председатель избирательной комиссии Республики Ингушетия Муса Евлоев. Он сообщил, что в ходе выборов и в день голосования нарушений законодательства не установлено. Жалобы и обращения не поступали. Глава Ингушетии выразил всем избирателям, проявившим гражданскую позицию, огромную благодарность и признательность. Никаких жалоб ни в ходе кампании, ни в день голосования не поступали. По результатам выборов все 100% протоколов участковых комиссий они обработаны еще вчера вечером. Вся работа проведена более чем хорошие сроки, потому что ЦИК России на обработку этих данных и введение соответствующих сведений в ГАЗ-выборы дает время до 6 утра, а мы, в принципе, наши комиссии, они эту работу закончили еще до полуночи. По результатам этих выборов с подавляющим преимуществом победила партия «Единая Россия», но хочу отметить, что все политические партии, которые участвовали в этих выборах, они преодолели барьер 5% и допущены к распределению мандатов. В результате получилось так, что из 20 мандатов 15 получает «Единая Россия», 3 «Справедливая» и по одному КПРФ и ЛДПР. Надо развивать инфраструктуру, это властям города надо. Поэтому очень серьезно отнестись. И начинать там с хорошей инфраструктуры, это одно. Администрации, любой там просто заложить у себя, любая стройка административного здания или там еще чего-то, хороший инвестпроект, все сейчас перетягивать там или в Малгобек, как город воинской славы, или в Карабалак, или Сунжа. Потому что сейчас побыстрее вопрос решить по ЖД вокзалу, который там должен быть, и реконструкции железнодорожных путей. Почему? Потому что вот это будет таким основополагающим. Аэропорт там, ЖД вокзал там, то есть это как бы все пути ведут в город Сунжа. Тогда это будет нормально. Ну и это ливневки, канализация, то есть подземные коммуникации. Их надо быстро делать. Для этого надо составить сейчас, мне очень важно, там, чтобы побыстрее сделать вот эту схему генерального плана и какие средства мы туда вкладываем, как это будем делать.